День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в регионе и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем» в студии Дарья Короленкова. Вот о чем мы расскажем в ближайший час. Развитие Дальнего Востока в текущих условиях обсудили на заседании Совета Дальневосточного федерального округа. В повестку вошли вопросы обеспечения регионов топливом. Владимир Путин встретился с главой республики Айсеном Николаевым в Кремле. О деталях встречи далее. Идет прием документов в учреждения в СПУ Якутии. На текущий момент на бюджетные места подано более 20 тысяч заявлений. В этом году эпидемиологи отмечают снижение случаев укуса человека клещом. Специалисты связывают это явление с мерами профилактики в Алданском районе. В Якутске прошел конкурс вокалистов в рамках музыкального фестиваля конкурса «Родники Дальний Восток», который проводит организация под руководством Олега Газманова. Правительство утвердило решение по стабилизации цен на рынке горюче-смазочных материалов. Заседание прошло под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. В России этим летом наблюдаются перебои с поставками топлива. Президент Владимир Путин назвал эти трудности временными и связал их с попытками киевского режима создать нервозную обстановку. Он поручил как можно скорее развернуть возможности среднего и малого бизнеса по производству нефтепродуктов. Правительство уже запретило экспорт бензина и дистоплива, представило налоговые стимулы для импорта ГСМ и роста производства в стране. Особое внимание в принятых решениях уделяется самым отдаленным территориям, где вопрос топливного обеспечения стоит особенно остро. Именно в продолжении этой темы развитие Дальнего Востока в текущих условиях обсудили на заседании Совета Дальневосточного федерального округа. Его провел вице-премьер России, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. В работе Совета принял участие глава Якутии Айсен Николаев. В повестку вошли вопросы приоритетного обеспечения регионов топливом, в том числе удаленных территорий северного завоза, а также устранение дефицита энергетических мощностей. Отдельное внимание уделили повышению качества жизни людей. Среди ключевых тем – транспортная доступность регионов, развитие авиасообщения и производство отечественных воздушных судов. Продолжается реализация мастер-планов дальневосточных городов. Правительство приняло решение о запрете экспорта круглого леса. Самое главное, что мы должны делать, это привлекать инвесторов, создавать лучшие условия для привлечения инвестиций, для строительства новых предприятий и создания высокооплачиваемых рабочих мест. По этим характеристикам Дальний Восток является ведущим макрорегионом страны, как и по целому ряду других экономических показателей. И мы считаем, что вот эти позиции необходимо сохранить. Единый ТОР должен сохранить все преимущества существующих ТОРов, но добавить одно главное – это скорость принятия новых резидентов. И очень важно, у инвесторов появится альтернатива. Альтернативный набор льгот в виде федерального инвестиционного налогового вычета. Этот вычет можно будет сделать не только непосредственно из проекта, который делается, но и из группы компаний. То есть это стимулирует холдинги инвестировать в Дальний Восток. Ключевые вопросы развития макрорегиона были вскоре детально проработаны на самом высоком уровне. От поддержки участников СВО до крупнейших инфраструктурных проектов. Развитие Якутии стало главной темой встречи Владимира Путина с главой республики Айсеном Николаевым в Кремле. Детали встречи в материале Айсены Бурнашовой. Обращаясь с докладом о развитии самого крупного региона страны, президенту России глава Якутии Айсен Николаев сперва отмечает. Как дела, Айсен? В целом спокойно. Вместе со всей страной сражаемся с врагом, идем к победе.
Якутия, как надежный экономический тыл страны, сохраняет устойчивость экономики. Компания «Алроса» остается мировым лидером алмазной отрасли и завершила прошлый год с прибылью. Республика впервые стала лидером страны по добыче серебра – 586 тонн. Второй год подряд удерживает второе место по добыче золота и угля. Конечно, для нас самое главное, как я уже сказал, задача – это помогать стране, вместе с страной одержать победу. С нашими ребятами встречался. Все, Владимир Владимирович, когда я сказал, что, может быть, как президент тоже, все говорят, президенту огромный привет. И вашим ребятам большой привет. Мы обязательно, говорит, победим вместе со всей страной. Бойцы у вас настоящие. Спасибо, Владимир Владимирович. Да. И вот, Владимир Владимирович, как раз от имени воинов-якутян, вот якутский нож, они попросили передать, там написано, верховному главнокомандующему от воинов-якутян. Настоящий якутский нож. Спасибо. Да. Сегодня в республике действуют 117 мер поддержки военнослужащих и их семей. Одной из первых в России по поручению президента здесь запустили кадровую программу «Якутия. Земля героев», которая помогает ветеранам вернуться к мирной жизни. Отдельное внимание тем, кто возвращается с фронта после тяжелых ранений. Президент подчеркивает, помощь необходима не только самим бойцам, но и их близким. В Якутии эту работу ведут комплексно. С начала специальной военной операции санаторий Бесчагда в Подмосковье перепрофилирован под реабилитацию военнослужащих. И вот как раз наш санаторий помогает, там уже за 1000 человек уже у нас прошло в общей сложности. Спасибо. И мы будем дальше работать, потому что мы обязательно должны победить, и как раз для нас это святой долг помочь нашим ребятам. Большой блок встречи посвящен инфраструктуре. Уже работает Тихоокеанская железная дорога, которая обеспечивает вывоз продукции эльгинского месторождения. Продолжается реализация проекта «Синергия Арктики». Волоконно-оптическая линия связи соединит 61 арктический населенный пункт, а в перспективе Чукотку и Северный морской путь. Одним из ключевых проектов остается строительство Ленского моста. В соответствии с вашим поручением, Владимир Ильич, активная фаза строительства Ленского моста идет. Мы уже установили фундаменты под 8 опор, 208 свай тоже установлено. Сейчас такие большие сооружения, кофердамы называются, которые будут служить основой для строительства вот этих опор, которые в русле реки будут. Еще одна тема встречи – демография. Сегодня ожидаемая продолжительность жизни в Якутии превышает 75 лет. Это лучший показатель на Дальнем Востоке. Также республика входит в число российских лидеров по естественному приросту населения. А число многодетных семей за прошлый год выросло почти на 10% и превысило 37 тысяч. Все активнее к поддержке семей подключается бизнес. У нас компании, например, вот «Железные дороги Якутии», горнорудная компания западная, это вот «Уктагрупп», они сейчас своим работникам по 1 000 000 рублей уже выплачивают за рождение детей. Мы добились того, что подписано в республике трехстороннее соглашение между профсоюзами, между работодателями и правительством республики в области социально-трудовых отношений. И там как раз корпоративный демографический стандарт. Вы стимулируете бизнес к продолжению этой работы. Это очень важно. У нас бизнес настоящий, у нас жулики не выживают, я так скажу. Холодно. Обсудили и проекты, формирующие будущее региона. Якутия укрепляет позиции в сфере креативных индустрий и искусственного интеллекта. В этом году, объявленном в республике Годом культуры, откроют сразу несколько крупных объектов, среди которых Арктический центр эпоса и искусств, Высшая школа музыки и образовательный комплекс «Точка будущего». Именно его открытие Айсен Николаев предложил провести с участием президента. 1 сентября дети уже зайдут, а торжественное открытие мы бы хотели все-таки как-нибудь, чтобы была возможность, чтобы президент страны этот комплекс открыл. Стараюсь. Да, Спасибо большое. Айсена Пурнашова, Виктор Олесов, Москва. Одним из центральных инфраструктурных проектов, как мы знаем, является строительство Ленского моста. Свыше 370 специалистов в эти минуты работают на его возведении. В самом разгаре строительства очередных опор будущего перехода готовится площадка для установки кофердама. С ходом работы знакомилась моя коллега Саргалана Неустроева.
Строительство Ленского моста уже вступило в главную фазу. Теперь работы проводятся непосредственно на самой реке. Это важнейший этап возведения любого моста. Но здесь, в Якутии, впервые используют систему кофердамов – конструкций, создающих сухую зону в русле. И вот спустя месяц специалисты вновь вывели ее на воду. Это второй и самый большой кофердам из 3. Это самый большой кофердам, который предназначен для строительства самого высокого пилона вантового моста. Всего в операции задействовано порядка 65 специалистов. Перед тем, как начался процесс самого движения кофердама в русле реки, было несколько раз проведено геосканирование дна реки. Перед этим провели углубительные работы. Со дна был поднят грунт в объеме 62 тысячи кубометров. Как и месяц назад, для того, чтобы сдвинуть массивную конструкцию и установить ее в необходимой точке, понадобилось 3 больших буксира, суммарная мощность которых составляет почти 5500 лошадиных сил. Без помощи Ленского объединенного речного пароходства и его специалистов здесь не обошлось. Да, оказали поддержку, потому что они тоже все понимаем, что сезон короткий, летний, поэтому очень много было совещаний на уровне республики, на уровне руководства компаний судоходных. Но они выбрали время, как раз подстроились под наш вывод кофердамов и предоставили вот эти вот большие суда. Данные суда, они очень большого класса, их очень мало. Главное отличие этой операции по спуску кофердама в том, что он сразу будет установлен в проектное положение. Проще говоря, его утопят. Для этого понадобится всего ничего. 9 насосов, 12,5 тысяч кубометров воды и около 18 часов непрерывной работы. Что ж, никто не говорил, что будет просто. После затопления, когда кофердам сядет на дно, над поверхностью останется порядка 7 метров. То есть глубина затопления составит 10 метров. Работы внутри кофердамов начнутся по прогнозам в августе. Сейчас у строителей нет права на ошибку. 3 кофердама, 3 пилона, 3 основы всего моста. То есть от того, как точно специалисты провели расчеты сегодня, зависит то, насколько прочным окажется сам мост в будущем. Сарглана Неустроева, Элита Махно, Табага. Параллельно с масштабными стройками ведется и планомерная работа по обновлению повседневной инфраструктуры городов республики. В Нерингре продолжается ремонт дорожной инфраструктуры. Работы ведутся сразу на нескольких ключевых участках города. Подробности об этом далее в сюжете. Один из основных объектов текущего сезона – улица Строителей. Протяженность участка, где ведется сплошное асфальтирование, составляет 957 метров. А работы идут в соответствии с утвержденным графиком. На сегодняшний день мы выполнили полностью работы по устройству тротуаров. Мы сделали полную замену бордюрного камня. Мы выполнили фрезерование. Мы выполнили работу по устранению просадков. На сегодняшний день уже ведутся работы по устройству верхнего слоя. Работы идут в хорошем темпе. Параллельно дорожники ведут работы на улице Пионерной и улице Тимптонской. Это все национальный проект России. Они будут исполнены до примерно 1 сентября, хотя по графику это до 1 октября. И наши люди уже выдохнут немножко от качества дорог, уже будут получить удовольствие от поездки. Кроме этого, в Нерингре занимаются локальным ремонтом. Проводится ямочный ремонт в разных кварталах города. Отдельное внимание уделяется дворовым территориям. В планах сплошное асфальтирование дворов по адресам Карла Маркса 2 и Карла Маркса 14. В городе остается еще немало дворовых территорий, требующих ремонта. Работы будут продолжены по мере возможности. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерингри. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели. После небольшой паузы оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. В Министерстве образования Якутии подвели итоги минувшего учебного года. Как отметила глава ведомства Нюргуна Соколова, в ходе пресс-конференции этот период для отчета был выбран не случайно. Ведь как раз недавно завершились пересдачи экзаменов. В целом итоги учебного года министр оценила на высоком уровне, сообщив о положительной динамике результатов выпускников. Это, по словам Соколова, результат выстроенной за последние годы работы системы образования, направленной на углубление подготовки
подготовки по профильным направлениям и профориентационной деятельностью. Так, в этом году количество 100-бальников и призеров Всероссийской олимпиады школьников возросло до 28 человек. Ну и самое важное, это охват предметов также увеличился. Всего 9 предметных областей, в том числе родные языки, и якутский, и венкийский в первый раз. Да? По якутскому языку это было второй раз. Кроме этого, конечно, мы смотрим над тем, каким образом наши школьники развиваются. Это дополнительное образование, поддержка талантливых детей. И если школьное звено демонстрирует рост качества знаний, то следующим логичным этапом становится выбор будущей профессии. И здесь жаркая пора для абитуриентов. Идет прием документов учреждения среднего профессионального образования Якутии. По данным на текущий момент, на 6864 бюджетных места подано более 20 тысяч заявлений. Спрос на обучение в СПО продолжает расти. Среди молодежи наиболее востребованы такие направления, как сестринское дело, IT-специальности, финансы и экономика, преподавание в начальных классах. Кроме того, абитуриентов привлекают новые специальности, в частности, связанные с разработкой компьютерных игр и искусственным интеллектом. Но качественная подготовка кадров невозможна без крепкого здоровья. И медицинская помощь в регионе также не стоит на месте. Нейроспециализированная бригада врачей из Якутска провела серию операций по эндопротезированию крупных суставов. В рамках визита специалисты выполнили 15 операций, 3 по тотальному эндопротезированию тазобедренных суставов и 12 по замене коленных суставов. Выезд с фокусом на операции по замене коленных суставов был организован впервые. Прямую поднимем вместе и сгибаем. Вот. Теперь выпрямляем. Все четко выполняется, помогают нам, преемственность выполняется. Вот. Мы после операции формально передаем местным врачам всех наших оперированных пациентов. Вот. Пациенты довольны операцией. После таких операций на следующий день буквально при помощи ЛФК-инструктора все пациенты активизируются. То есть садятся, встают, двигают конечностями, суставами. Забота о здоровье якутян включает и профилактику сезонных рисков. И в этом году эпидемиологи отмечают снижение случаев укуса человека клещом. Специалисты связывают это явление с мерами профилактики, которые ежегодно проводятся в Алданском районе. Подробнее расскажет Руслан Павлов. Профилактические мероприятия по предупреждению и безопасности населения от укуса клещом действуют и влияют на показатели. На середину июля в Алданском районе зарегистрировано более 80 обращений граждан в медучреждения, тогда как в прошлом году на эту дату цифра была больше наполовину. На данный момент 87 человек у нас укушены, из которых 7 положительных проб, что по сравнению с прошлым годом, 2025, конечно, замечается снижение. Было более 130 укусов. Также проводится ревакцинация, вакцинация на постоянной основе. Уже на данный период более 2500 граждан получили первую и вторую прививку, более 130 получили уже по третьей прививке, и также более 800 человек получили ревакцинацию. На снижение эпидемиологических показателей влияет ряд факторов, и самый весомый – это профилактика. О ее влиянии говорит статистика, которая указывает на ежегодный рост желающих привиться от клещевого энцефалита. Конечно, да, это также сказывается полностью организация работы, сказывается акарицидная обработка, и также ответственность граждан, которые идут сознательно вакцинируются, потому что Алданский район является эндемичным по клещевому энцефалиту, и рекомендательный характер и носится прививаться всем, так как даже на данный момент включен, получается, в обязательный календарь прививок данная вакцина. Надо ставить, потому что клещей много. И знаю знакомых, кого кусали. И ставить надо прививку. И от гриппа, и от клещей, от всего. Активность клеща сохраняется до середины сентября, поэтому при посещении лесных зон и парков необходимо соблюдать меры предосторожности. В первую очередь не оставлять открытыми и доступными части тела. Если же вы нашли на нем паразита, постарайтесь как можно быстрее обратиться к специалистам в медучреждения.
Руслан Павлов, Алдан. А крепкое здоровье во многом зависит и от полноценного питания, поэтому важна работа местных производителей продуктов. В селе Южное Нью-Ленского района на протяжении длительного времени работает единственная в районе пекарня с русской печью, которая обеспечивает ароматным хлебом большую часть жителей села. Принадлежит она предпринимателю Дмитрию Поличенко. Подробности об этом далее в сюжете. Главным специалистом, от которого зависит качество свежеиспеченных булок хлеба, является Алена Иванова. Уже в течение 20 лет изо дня в день она выполняет эту довольно тяжелую работу. Каждый день выпекаем порядка 300 булок. Белый, черный, да? Белый, серый, да. Выпечку, батон, все. Печки, которые топятся дровами, печное, да. Хлеб на дровах. То есть он особенный? Да, он особенный, конечно. Все вручную делается. И раскидывается вручную, и выпекается, и все, и ставится, все вручную. Количество выпекаемых буханок зависит от спроса. В среду, когда мы посетили пекарню, из горнила печи Алена достала 200 пышущих жаром буханок хлеба и 20 ароматных батонов. Когда много заказов, пекарь выпекает и порядка 300 буханок. Также более 50 штук различных булочек. На прилавок хлебобулочная продукция поступает в полдень и вмиг раскупается. Много людей заказывают хлеб везде. Приезжают с города, с соседних деревень, все. Пользуются спросом, да. То есть вся дневная партия уходит, да? Ну, уходит, да, конечно. Еще заказы есть. Рабочий день Алены начинается около 5 часов утра. Ведь сначала нужно прогреть помещение, чтобы тесто набухло и поднялось. Она сразу же закладывает в печь дрова, разжигает их и пока поленья прогорают, замешивает тесто. Когда оно поднимается, начинается процесс формовки, а там уж и печь доходит до нужной кондиции. И стопка тоже требует определенных навыков. Нужно даже не знать, а чувствовать, в какое время и куда необходимо сдвинуть горящие дрова, чтобы печь прогрелась равномерно. Сельская пекарня сегодня принадлежит Дмитрию Поличенко. Он приобрел ее 4 года назад. Сегодня молодой человек старается сохранить производство, хотя проблем хватает. На данное время все сложно работать, необходимо дополнительное оборудование, тестоделители, чтобы уменьшить работу пекарю. Ну вот, необходимо приобретение данных оборудований. Пекарь у меня тут один. Необходим дополнительный пекарь. Ну, в селе в этом у нас пока нету никого, кого можно было поставить. Несмотря на сложности, закрывать производство Дмитрий не планирует. Наоборот, намерен закупить дополнительное оборудование и принять на работу еще одного пекаря. И, конечно же, увеличить объем выпускаемой продукции. Светлана Балеева, Ленск. Но жизнь якутского общества не ограничивается заботами о еде и здоровье. Важнейшее место занимают культура и яркое тому подтверждение прошедший в Якутске конкурс вокалистов и авторов-исполнителей в рамках музыкального фестиваля конкурса «Родники. Дальний Восток», который проводит организация движения «Газманов. Родники» под руководством Олега Газманова. Победители получат приглашение на всероссийский финал «Родники-2026» и «Родники-Дети-2027», а также творческую, информационную и наставническую поддержку проекта. Финалистов ждет профессиональная подготовка, работа с вокальными педагогами, режиссерами, стилистами и звукорежиссерами. Лучшие участники выступят на финальном концерте в Биробиджане. Якутск стал 4-м городом дальневосточного тура конкурса. А для многих молодых людей вдохновение и сила духа черпаются не только в музыке, но и в спорте, где якутские воспитанники также добиваются заметных успехов. Гол воспитанника якутской школы футбола Артема Соколова помог Нижнему Новгороду победить Ротору в матче первого тура Национальной лиги. Якутянин отличился на 32-й минуте встречи, замкнув передачу с фланга. На этом Соколов не остановился. Под занавес первого тайма он помог своей команде заработать пенальти. После удара якутянина мяч угодил в руку защитника гостей. Удар с 11 метров реализовал Вячеслав Грулев. В итоге матч завершился победой нижегородцев со счетом 4-2. Благодаря этому успеху они вышли на 2-ю позицию турнира таблицы. Напомним, Артем Соколов подписал контракт с Нижним Новгородом перед стартом сезона. Договоренность рассчитана на 3 года. Нижний Новгород не дает Ротору себя догнать.
Спортивные традиции закладываются с самого детства, и тому подтверждение город Мирный. Там прошла ежегодная спартакиада среди детских оздоровительных лагерей. Каждый год юные спортсмены собираются, чтобы помериться силами, но главное, чтобы сплотиться духом. В этом году детей ждали захватывающие состязания. Мини-футбол, пионербол и, конечно же, всеми любимая эстафета. На спортивных площадках развернулись настоящие баталии, где каждый забитый мяч, каждый удачный пас вызывал бурю эмоций. Но спартакиада – это не только спорт, это про дружбу, про поддержку, про то, как важно быть командой. В этом году принимает участие у нас 5 команд. Это у нас 26-я школа, 12-я, 1-я, детско-спортивная школа. Соревнования традиционные, посвященные празднованию Дня города Мирного и алмазодобытчик. Здесь на поле раскрывались не только спортивные таланты, но и настоящие характеры. Ребята демонстрировали волю к победе, неутомимость и стремление к лучшему. И что особенно ценно, они учились главному – принимать поражение с достоинством и искренне радоваться успехам соперников. Ведь настоящий чемпион – это тот, кто уважает своего противника. Лагерь очень хороший, мне все нравится. Девочки и вообще весь отряд очень хороший, я всех люблю. Также вожатые очень хорошие и директор самый лучший. Эта спартакиада стала ярким примером того, как спорт может объединять, вдохновлять и воспитывать. Юные участники, несомненно, увезут с собой не только медали и дипломы, но и бесценный опыт, который поможет им в дальнейшей жизни. Ведь именно здесь, в атмосфере честной борьбы и товарищеской теплоты, куется настоящий характер. Анна Васильева, Мирный. Так увидели эту неделю наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в дальнейших эфирах.